В 2020 году проект «Башня оружейного завода» Удмуртского регионального отделения Всероссийской общественной организации, Всероссийское общество охраны памятников, истории и культуры и Национального музея Удмуртской республики имени Кузибая-Герда стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Проект направлен на сохранение объекта культурного наследия, памятника промышленной архитектуры XIX века, главного корпуса Ижевского оружейного завода. В рамках реализации проекта предлагаем вам совершить экскурсию в прошлое Ижевска, который в этом году отмечает 260 лет со дня основания. Экскурсия начинается у проходной завода «Ишталь». Открытие железоделательного завода на Иже является точкой отсчета истории города. В середине XVIII века граф Петр Иванович Шувалов получил разрешение от императрицы Елизаветы Петровны на строительство в Западном Приуралье железоделательных заводов. Заводы начали строить на реках Водка и Иш. Дата основания Ижевского железоделательного завода – это апрель 1760 года. Мы находимся на мосту, который перекрывает речку Иш. Почему именно здесь началось строительство железоделательного завода? Большое количество лесов, необходимое для выжига угля, река, источник водной энергии и наличие дешевой рабочей силы в лице государственных крестьян. В первую очередь была построена плотина, так как завод должен был использовать энергию воды. Строительством плотины и заводских сооружений стал заниматься доверенное лицо графа Шувалова Алексей Степанович Москвин, опытный инженер. Завод должен был перерабатывать чугун, который привозили с гороблагодатских заводов. На месте будущей плотины спилили вековые деревья, расчистили место, вбили сваи и перекрыли реку. Плотина сооружалась по всем правилам гидростроительной науки. Возведенная плотина дала жизнь железоделательному заводу, который предназначался для переделки чугуна в железо. Где брали сырье для завода? Гороблагодатские заводы, которые принадлежали тоже графу Шувалову, добывали железную руду. На Кушвинском чугуноплавительном заводе из железной руды делали чугун. И потом уже по рекам Чусовой, Каме, а потом от Гальян гужевым транспортом необходимое сырье доставляли на Ижевский железоделательный завод. В 1763 году, после смерти графа Шувалова, завод переходит в государственную казну. Ну а вот в 2015 году в память об основателе Ижевского завода у администрации города Ижевска был установлен памятник Петру Ивановичу Шувалову. Правда, сам он никогда не осматривал территорию камских заводов. Мы находимся на площади оружейников. Отсюда, глядя вниз, хорошо виден гребень плотины и зеркало Ижевского пруда. Строительство плотины было закончено в 1763 году. В настоящее время площадь Ижевского пруда 24 квадратных километров. Длина плотины 646 метров. Пруд вытянут по долине реки Иш на 14 километров. Считается, что Ижевский пруд самый большой в Европе. Еще одна очень важная веха в истории города Ижевска – это основание Ижевского оружейного завода. В 1800 году сразу 3 коллегии – Адмиралтейская, Военная и Горная – решают построить в Вятской или Пермской губернии оружейный завод, который выпускал бы более 100 тысяч холодного и огнестрельного оружия. Почему принимается данное решение? Потому что к тому времени заводы оружейные, которые существовали в России, это Тульский и Сестрорецкий, не выпускали достаточно оружия, к тому же требовали реконструкции и увеличения площадей. Определиться с местом для строительства завода поручают главному горному начальнику Гороблагодатских
пермских, камских и богословских заводов Андрею Федоровичу Дерябину. Осмотрев ряд мест, он приходит к решению, что самым подходящим местом является река Иш, где расположен железоделательный завод, при котором можно построить оружейный завод. Правительство Александра I одобрило проект Андрея Дерябина. И вот 10 июня 1807 года была открыта главная оружейная контора Ижевского оружейного завода. В 1808 году Ижевские оружейные и железоделательные заводы переходят из горного ведомства в военное. На заводе устанавливаются военные порядки, работа мастеровых расценивается как военная служба, все руководители завода были военными. Многие оканчивали Михайловскую артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. А теперь расскажу о памятниках, которые находятся на площади оружейников. Денежная кладовая построена в 1804 году. Это одно из первых кирпичных зданий Ижевского завода. В здании хранилась заводская казна. В 1852 году денежная кладовая была перестроена в гауптвахту. Двор был обнесен высоким кирпичным забором, перед воротами стояла будка часового и 2 столба. На одном висел фонарь, на другом колокол на случай тревоги. Стремясь как-то скрасить внешний вид здания, заводской архитектор Иван Каковихин, которому было поручено перестройка денежной кладовой, изменил восточный фасад. В 1881 году перед зданием был заложен общественный сад, и мы сейчас как раз ведем съемку именно с этого места. Ну а с 1975 года в здании стал находиться музей завода «Ижмаш». Здание является памятником архитектуры федерального значения. Памятник мастерам оружейников был открыт 4 августа 2007 года, 200-летию Ижевского оружейного завода. Кафтан – это гордость мастера-оружейника, что отличало его от других рабочих уральских заводов. Кафтан был утвержден по указу императора Александра I в 1819 году. Почти за 100 лет, до 1915 года, 605 мастеров-оружейников было награждено царской кафтаном. Кафтан зеленого цвета, к которому прилагался головной убор-цилиндр, был гордостью и обходился в 61 рубль серебром. Но, кстати, он давал и некоторое послабление для провинившихся мастеров-оружейников. Например, царский указ гласил: «Лица, по состоянию своему не изъятые от наказаний телесных, но награжденные кафтаном, подвергаются наказаниям телесным только в тех случаях, когда они лишаются всех прав состояния или заключаются в смирительные дома». В основании памятника мы можем увидеть имена конструкторов оружия XX века и предприятия города Ижевска, которые несли вклад в дело победы в Великой Отечественной войне. Михайловская колонна построена в честь великого князя Михаила Павловича, младшего брата императоров Александра I и Николая I. В 1819 году Михаил Павлович вступил в управление артиллерийским ведомством. После смерти великого князя Николай I пожелал, чтобы в Ижевском заводе был сооружен монумент, и назначил дату торжественного открытия – 8 ноября 1852 года. Возведение колонны финансировалось чинами и мастеровыми Ижевского оружейного завода, а проект был разработан архитекторами завода, во главе которых стоял Иван Каковихин. Колонна была отлита из чугуна, наверху бронзовый ангел с крестом в руках. На пьедестале колонны с одной стороны была надпись, которая говорила о должности великого князя Михаила Павловича и даты его жизни. Памятник был окружен оградой из чугунных орудийных стволов и пик. Колонна была разрушена в 1918 году, восстановлена в 2007 году.
В настоящее время колонна выполнена из гранита, высота ее 19 метров. Недалеко от площади Оружейников, на территории летнего сада имени Горького, сохранился дом командира Ижевского оружейного завода. Особняк был построен в середине XIX века по проекту архитектора Ивана Коковихина. До 1917 года в доме проживали командиры Ижевского завода со своими семьями. Командир, как правило, имел чин генерала, отчего и возникло бытовое название этого дома – Генеральский дом. После 1917 года дом изменился за счет многочисленных пристроек. В настоящее время в этом здании на втором этаже расположен музей Ижевска. Столетию Ижевского оружейного завода на набережной пруда напротив главного корпуса оружейного завода был установлен памятник основателю оружейного завода Андрею Федоровичу Дерябину, который волею случая связал свою судьбу вот с тем направлением, которым занимался всю свою жизнь, потому что он родился в семье священнослужителя и должен был идти по стопам своего отца, и даже некоторое время учился в Тобольской семинарии, но после едет в Санкт-Петербург и с блеском заканчивает Императорское горное училище. После несколько лет работает в Сибири на Нерчинских заводах, а потом стажируется горному делу за границей. В 1808 году Андрей Дерябин – начальник Ижевского оружейного завода, которым руководит в течение 2 лет. В 1810 году вступает в должность директора горного департамента и горного кадетского корпуса. Дерябин был выдающийся инженер и первый в истории города изобретатель. Андрей Дерябин скончался в Гомеле 26 июля 1820 года. Похоронен на территории Свято-Веденского Толжского монастыря около Ярославля. В 2002 году частица праха захоронена у Александра Невского собора в Ижевске. Ну а вот памятник Андрею Дерябину был создан по макету Ивана Никаноровича Ситникова, который не имел художественного образования, был рабочим ложевой мастерской, но был очень ярко одарен в художественном смысле, потому что был бессменным художником театра «Под башней». И вот в 1907 году к нему обращаются с просьбой создать макет памятника, и с этой задачей он справляется. Столько лет прошло, более века, и до сих пор памятник, посвященный Андрею Федоровичу Дерябину, украшает набережную города Ижевска. Наравне с Андреем Федоровичем Дерябиным большой вклад в устроительство Ижевского оружейного завода и поселения внес также молодой талантливый архитектор Семен Емельянович Дудин. За моей спиной сейчас находится набережная Ижевского пруда, которая носит имя зодчего Семена Емельяновича Дудина. Семен Емельянович Дудин родился в 1779 году, по некоторым данным, в 1775 году. Родился он в семье крепостного смотрителя Академии художеств, поэтому в 1785 году был отдан отцом в училище при Академии художеств. В 1798 году Семен Емельянович заканчивает Академию художеств и получает аттестат, а также дворянскую шпагу вместе с дворянскими привилегиями. После окончания Академии художеств он был направлен на стажировку в Италию. Поэтому, возвращаясь из Италии в 1806 году, он был определен в ведомство Андрея Федоровича Дерябина и был отправлен на Ижевский оружейный завод. Таким образом, Семен Емельянович Дудин стал первым профессиональным архитектором Ижевска. Именно благодаря молодому талантливому архитектору, который прожил в Ижевске 18 лет, также обзавелся здесь своей семьей. Его жена Екатерина Платоновна была уроженкой города Воткинска, и здесь у них появилось 4 детей. Молодой архитектор Семен Емельянович Дудин занялся формированием нового генерального плана застройки Ижевска, и именно он создает первый генеральный план Ижевска, назвав его впервые городом Ижа. Этот план был утвержден самим императором Александром I, и
Центральной частью этого плана стал главный корпус Ижевского оружейного завода, от которого по левую и правую сторону появились Нагорная и Заречная волости Ижевска. В основу генерального плана Дудин и его помощники положили плановую поквартальную застройку с широкими улицами, которые протягивались с севера на юг, а также с переулками, которые шли с запада на восток. Один из переулков выходил на плотину, и именно он давал перспективу на главный корпус Ижевского оружейного завода, ставший центром города Ижа. Архитектор Семен Емельянович Дудин задумал центральный корпус завода с башней как объединяющий центр города. Замыкая собой перспективу главной магистрали города, башня имела такое же композиционное значение, как для Петербурга Адмиралтейская игла. Ансамбль заводских зданий, сооружавшийся общей сложностью с 1809 по 1844 год, состоит из 4-этажного корпуса и 2 боковых 3-этажных флигелей, соединенные с ним вставками в один этаж. Обращенные фасадом к пруду, корпуса эти вытянуты вдоль плотины в одну линию на протяжении 350 метров. По словам одного из исследователей промышленной архитектуры Алферова, ансамбль Ижевского завода по величине, удобству в производственном отношении, красоте и градостроительной роли можно считать одним из уникальных не только на Урале, но и в России. Особенно интересен в архитектурном отношении 4-этажный корпус, построенный в 1811-1815 годах. Огромный монолит не производит впечатления тяжеловесности благодаря постановке ниже уровня плотины. Изящная по силуэту башня состоит из 3 поставленных друг на друга уменьшающихся в диаметре объемов, завершается высоким шпилем в виде дорической колонны. На башне была установлена кованая железная арматура, изготовленная по рисунку чертежника Петра Трубенкова. Она представляет композицию, составленную из боевых знамен, оружия и воинских доспехов, и служит напоминанием о трудовом вкладе ижевских оружейников во все победы русского оружия, начиная с Отечественной войны 1812 года. В 1966 году была выполнена точная копия арматуры из нержавеющей стали, которую можно видеть до сих пор. Верх башни был увенчан символом дома Романовых и символом Российской империи двуглавым орлом. В 1833 году на отремонтированной башне были возведены часы-куранты. Их сделал безвозмездно 74-летний отставной галантерейный и штамповой мастер Шиоц с помощью мастерового Глушникова. 5 июля 1838 года часы были запущены. Корпус завода – это первое многоэтажное промышленное здание, высота которого 50 метров. Единственное в мировой практике здание, увенчанное не куполом или шпилем, а колонной, относится к заводским зданиям редкого адмиралтейского типа, которых в России всего 4. Корпус Воткинского завода, Адмиралтейство Санкт-Петербурга, Ижорские заводы и главный корпус Ижевского оружейного завода. Сейчас мы находимся рядом с главным корпусом Ижевского оружейного завода. Именно с этой стороны, с восточной его стороны, начинается строительство восточного флигеля, а затем одноэтажного перехода к главному корпусу Ижевского оружейного завода. Именно эти площади, восточный флигель и одноэтажный переход, были построены к 1812 году. И уже в то время, в 1812 году, идет выпуск первых образцов ижевского оружия. Несмотря на запрет кирпичного строительства, Ижевскому оружейному заводу разрешают продолжить строительство этого важного стратегического объекта. К 1920 году строительство главного корпуса Ижевского оружейного завода с башней было закончено, а в 1824 году сам император Александр I почтил своим визитом Ижевск. После продолжается строительство, но в 1834 году произошел очень крупный пожар. Внутренняя часть здания выгорела практически полностью, поэтому после крупных восстановительных работ и реконструкции была продолжена уже наконец-то вторая часть здания. Это западный переход и западный 3-этажный флигель. В то время, в первой половине XIX века, в восточном флигеле до 1827 года располагались площади, предназначенные для складирования оружия, то есть временный арсенал. Позже в западном флигеле расположились школы Ланкастерская и оружейная школа. В XIX веке много раз перестраивалось само здание. Вносились новшества в конструкцию самого здания. Также после пожара появился тот самый мост, который сейчас соединяет
плотину и третий этаж главного корпуса. В виде контрфорсов с южной стороны здания, с южного фасада, были установлены дополнительные опоры, которые позволяли сбалансировать здание на и без того болотистой почве, вдобавок с утяжелением, которое оказывала массивная конструкция моста, соединяющего плотину и третий этаж главного корпуса. Главный корпус Ижевского оружейного завода в советские времена потерял главный свой символ. Колонну раньше венчал двуглавый орел. Теперь навсегда этот элемент был потерян. Главный корпус Ижевского оружейного завода теперь венчала советская символика. В годы советской власти по-прежнему оружейное производство было организовано на данных площадях. Помимо оружейного производства, завод «Ижмаш» также занимался производством инструмента, а также производил первые станки «Удмурт». В 1990-е годы, после процессов приватизации, здание главного корпуса Ижевского оружейного завода опустело. Преемником производства «Ижмаш» в 2013 году стал концерн «Калашников». Концерн «Калашников» в данное время производит большую часть огнестрельного оружия Российской Федерации, до 95%. В концерн входят три основных бренда. Это «Калашников», выпускающий боевое гражданское оружие, «Байкал», охотничье оружие, и «Ижмаш», спортивное оружие. В 2019 году Национальному музею Удмуртской республики имени Кузибая-Герда было передано здание главного корпуса Ижевского оружейного завода. В Удмуртии уже принята концепция наилучшего использования этого здания, и сейчас обсуждается визуальная и архитектурная составляющая использования главного корпуса Ижевского оружейного завода и прилегающей к ней территории. Наш проект «Башня оружейного завода» направлен на то, чтобы провести субботники на территории главного корпуса Ижевского оружейного завода благодаря добровольцам из числа граждан и жителей города Ижевска. Таким образом, проведя санитарную очистку территории, прилегающей к главному корпусу Ижевского оружейного завода, мы позволим зданию дождаться своего часа, своей реконструкции.